Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 124. Жизнеописание 11. Юэлин Тимур, уйгурский князь, потомок Таньюкука, премьер-министра тюркского каганата, составитель истории Монгольской империи. Юэлин Тимур был уйгуром и потомком Таньюкука, премьер-министра уйгурского государства тюркский каганат. Его 16-летний брат, Бельге Буга, стал его преемником на посту премьер-министра и носил титул Далай-хана. В то время западные кидани были могущественны и оказывали давление на уйгуров. Они отправили в их королевство своего великого магистра, монаха Шао Цзяня. Тот злоупотреблял властью, предаваясь расточительству и разврату. Обеспокоенный уйгурский правитель обратился к Бельге Буга с вопросом: «Каков твой план?» Тот ответил: «Если ты сможешь убить Шао Цзяня и вернуть наш народ в Монгольскую империю, они будут в ужасе». Затем он повел своих людей окружить Шао Цзяня и казнил его. За свои заслуги он получил титул Бельге Кут, мудрый, отмеченный небом, и был повышен до звания Минбэ Цзи, светлый князь, а его жене дали имя Хэйси Дилинь. Некоторые из его приближенных были недовольны его достижениями и оклеветали его перед царем. Они доложили правителю: «Жемчужина Шао Цзяня – сокровище предыдущего царя. Бельге Буга спрятал ее. Почему бы тебе не вернуть ее немедленно, пока она не пропала?» Царь был в ярости и потребовал сокровища немедленно. Не в силах защитить себя, Бельге Буга бежал и присоединился к Чингисхану. Чингисхан даровал ему золотой талисман тигра, серебряную печать в виде льва, золотой трон дракона, парчевый халат, расшитый золотом, 4 наместников и 23 округа. Кроме того, ему было пожаловано 50 тысяч тайлей серебра, а его брат Юэлин Темур был предложен в качестве гаранта. Бельге Буга умер от болезни. Юэлин Темур сопровождал Чингисхана в его походах и добился множества военных успехов. Когда младший брат императора, Учжень, искал наставника, император приказал Юэлин Темуру отправиться и наставлять принцев в сыновней почтительности, братской любви, гармонии, благожелательности и ненасилии. Император услышал об этом и остался доволен его советом. После умиротворения провинции Хэнань он переселил более чем 10 тысяч семей из уезда Лин в Лэань. Вскоре он был назначен дорогачи по военным и гражданским делам Хэнани и других областей. Получил золотую тигровую пайцезу, а также 4 наложниц из императорского гарема. Он отправлял все награды и подарки императора в свою родную уйгурскую префектуру, чтобы поделиться ими с родственниками и друзьями. Он также устраивал грандиозные представления ритуалов с участием ханьских чиновников и стражников, чтобы вдохновить народ, чем заслужил восхищение народа. Проезжая через Хэси, он проезжал через дикие и заросшие местности, где не хватало воды. Он приказал выкопать колодцы и установил сторожевые вышки. Жители и гости были рады этому. Когда Чингисхан Тайцезу был провозглашен великим ханом, Юэлин Темура назначили великим Даругачи и верховным судьей на центральных равнинах, где было много разбойников. Вместе с Ачигином, братом Чингисхана, он последовал для усмирения областей Шунтянь и других. Он распространял добродетель и нравственность, смягчил налоги и трудовую повинность, а также устранял разбойников и преступников. Его префектуры и уезды были мирными. Затем его назначили надзирать за военными и гражданскими лицами в Хэнани и других местах. Он умер в Баодине в возрасте 67 лет. Посмертно были присвоены титулы: Сюаньли Бааде Гунченя, канцлер, содействовавший власти, охранявший добродетель, посланник Шандун Сюаньвэя, а также посмертный титул Чжуан Цзянь искренний и простой. Его сын Хэла Пухуа упоминается в жизнеописании верности и праведности.